Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Вспомним несколько аятов, хадисов. В суре Исра Аллах сказал: «Ауду билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا». اللهم لا تجعلنا من أكثره، اجعل من أقلهم الشاكرة المؤمنة. В этих аятах Аллах описывает великое положение книги, которая перед нами. Это сура Исра, аят 86 и последующий за ним. Аллах в 17 суре, 86 аяте на 290 странице сообщил нам: «Валаин ши'на, если бы мы захотели, лянадхабанна биллади аухайна илейк, то обязательно увели бы то, что внушили тебе. Thumma la tajidu laka bihi алейна вакиля, и тогда ты не нашел бы какого-то помощника, который мог бы тебе его вернуть». Коран Карим. Аллах Тааля внушил пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи, и если бы Аллах захотел, то мог бы его и забрать. Но этого он не захотел, альхамдулилля. «Илля рахмата мир раббик», за исключением милости твоей, милости твоего Господа. Милость Аллаха, то, что Коран 1000 сколько лет уже? 1445 год сейчас по хиджре идет. Еще до хиджры 10 лет. 1455, почти 1,5 века. Вот какой есть, такой есть. Без изменений, сохраненный. И сколько бы его ни пытались как-то переписать, чего-то там добавить, чего-то убрать, Аллах оберегает. По милости своей. «Инна фадляху кана алейка кабира», милость его к тебе очень велика, говорит Аллах Тааля пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И в тафсирах этого аята написаны, приведены хадисы от пророка, что перед судным днем Коран будет поднят, вернется обратно туда, на базу, скажем так. Люди проснутся, книгу откроют, нету, не написано ничего. Будут читаться, пытаться, что-то вспомнить не смогут. Это уже перед судным, совсем уже, когда близко судный день. Много грехов будет на земле и так далее, и Коран Аллах заберет. Такие хадисы есть. Да сохрани нас Аллах от такого. Наузбилля. И Аллах говорит: «Куль», скажи, о Мухаммад, саллаллаху, передай, «Ляйн ичтамаатил инсу валь джин», если бы люди и джинны собрались, «Аля ан я'ту бимисли хадал Кур'ан», для того, чтобы привести подобие этому Кур'ану. «Ля я'туна бимисли», ничего подобного они привести не смогут.
«Валяу кана ба'духум ли ба'дин захира», даже если они будут друг другу помогать. Человек сам по себе ничего не может. Вот когда сюда заходили, обратили внимание на этот олимпийский, о, какой огромный. Вот на карту посмотришь, мечеть наша, как вот такая точка с олимпийским, огромный. Один человек его может построить? Не может, только когда вместе соберутся, есть инженер, есть строитель, есть бетончик, есть арматурщик и так далее, и так далее. То есть, собравшись, что-то великое можно сделать. И Аллах говорит, вот если все люди, все джинны, самые большие профессора, там, не знаю, соберутся, чтобы подобный Коран что-то написать, привести, они этого никак не смогут. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. И в этой книге, в этом Коране для людей мы привели разные примеры, разные доказательства, в разной форме истину привели. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ. Но несмотря на все это, большинство людей отказались принимать ее, эту книгу, эту мудрость, это знамение. Илля куфура, и решили оставаться в неблагодарном положении. Аллах нас не делай из таких. Сделай нас из меньшинства благодарных. Из меньшинства благодарных. Вот. Поэтому, к сожалению, мы недооцениваем эту книгу. Недооцениваем. В должной степени ее не изучаем, в должной степени по ней не живем. Пусть Аллах нас простит. Ну, хотя бы чуть-чуть надо стараться. Чуть-чуть. Как говорится, ақ масада тамып тұрсын. Даже если ручьем не бьет, хотя бы капельками пусть идет. Капелька, капелька. И потом будет, иншаллах, целый океан. Еще 10 минут. Еще вспомним хадис. Имам Муслим приводит этот хадис. О чем? О том, что наши дела будут материализованы. И в том числе Коран будет материализован. Судный день они придут. Все. Коран придет. Аманат придет. عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Худайфа ибн Аль-Яман и Абу Хурайра ад-Дауси, пусть Аллах доволен будет ими, передали хадис. Каля Расулуллах саллаллаху алейхи салям, посланник Аллаха саллаллаху алейхи салям сказал: Яджмау Аллаху табарака ва та'аля наса, Аллах соберет людей в судный день. Фаякуму аль-му'минуна, и верующие встанут на ноги. Хатта тузляфа лахумуль джанна, так что рай приблизится к ним. Рай приблизится к ним. Дай Аллах нам быть среди них, я Аллах, я Карим. И, вопрос стоит. Рай вот он рядом. Кто первый зайдет? Фаятуна Адам, и они придут, люди придут к Адаму алейхиссалям, салаватуллах алейх. Фаякулун, и скажут: Я Абана, истафтих ляна аль-джанна, о папа наш, о папочка, попроси, чтобы дверь открыли в рай. Уже устали стоять, ждать, все прошли, хисаб, джаннат вот он рядом. Фаякуль, и Адам алейхиссалям ответит: Вахаль ахраджаку мин аль-джанна илля хатиату абикум. А что вас вывело из рая, кроме ошибки вашего отца? Лясту би сахиби залика. Я этого недостоин. Идхабу иля ибни Ибрахим халилилля. Каль фаятуна Ибрахим. Адам алейхиссалям даст им совет. Идите к моему сыну Ибрахиму, близкому другу Аллаха. И пророк Мухаммад саллаллаху в продолжении хадиса говорит: люди побегут к Ибрахиму. Фаякулу Ибрахим, ласту би сахибин далик, иннама кунту халилян мин вараа.
я недостоин этого. Да, я был другом Аллаха, но за преградами, за преградами. И'маду иля Муса, аллади калламаху Аллах таклима. Я советую вам пойти к Мусе. Он был тем, с кем Аллах разговаривал без преграды, без посредников. Фаятуна Муса, люди побегут к Мусе. Фаякуль, и скажут, Муса скажет, лясту би сахбин далик, я этого недостоин. Идхабу иля Иса калиматилля ва рухи. Идите к Исе, который является словом Аллаха, ибо он создан без отца. Аллах сказал, будь, и мать его зачала. Ва рухи, и являющимся духом от Аллаха. Фаякуль, Иса тоже скажет, лясту би сахби далика, я этого недостоин. И тогда что будет? Фаятуна Мухаммадан, саллаллаху алейхи, Мухаммад пророк о себе говорит в третьем лице. Это Мухаммад пророк рассказывает хадис. Они придут к Мухаммаду. Не сказал, придут ко мне, я вот такой супермен. Нет. Они, говорят, придут к нему, к Мухаммаду, саллаллаху алейхи. Скромный был, алейхиссалям, как и все пророки. Фаякум, и он встанет, фаюданулях, и ему дадут разрешение. Дадут разрешение, и он попросит открыть рай. وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمْ فَيَقُمَانِ جَانِبَتَيْ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا. И когда он попросит открыть рай, что получится? Пригласят такие вещи, как аманат. Аманат, иди сюда. Вар-рахим. И рахим, родственные связи пригласят. Родственные связи, идите сюда. И они придут, материализуются. Вот это, то, что мы в этом мире аманат сохраняем, то, что нам доверили, выполняем, слово дали, держим и так далее, это встанет и, Аллаху алям, примет облик. И родственные связи, которые мы здесь поддерживаем, папа, мама, бабушка, дедушка, дядя, тетя, сестра, брат, тоже встанут. И встанут где? Фатакумани джанибатай ас-сират яминан ва шималян. Они станут справа и слева от моста, который между людьми и между раем. В рай попасть еще мост надо пройти. И, соответственно, фаямурру аувалюкум кальбарк. Первый из вас пройдет как молния. Но это он сам пророк, конечно, саллаллаху. Первый. Пройдет как молния. Культу. И я, говорит, передача хадиса, Абу Хурейра говорит, би аби ва умми ва айю шайин камар барк. Пусть мой папа, моя мама будут за тебя выкупом, я Расул Аллах. Как это пройдут как молния? Как это? Что-то непонятно. И скажет Расул Аллах, алейхиссалям, алям тарау кейфа ямурру ва ярджи'у фи тарфати айн. А разве вы не видели, как молния в мгновение ока сверкает и вот так появляется? То есть буквально там секунды, меньше секунды, и они уже в раю будут. Первые. Сумма камарри рих. Другие будут проходить как ветер. Третьи как птица. Вашадду риджали таджри бихим а'малухум. Вашадди риджаль таджри бихим а'малухум. И их скорость будет зависеть от чего? От их деяний, да. Вот сегодня мы на машине приехали. Хороший бензин, значит, залили туда. 95-й, наверное. На газ жмет, едет быстро. А если какой-нибудь там солярку зальешь, или керосин, или воду, или еще что, жми, не жми, будет слабо ехать, правильно? Вот. И наши дела в судный день будут как бензин. Если хорошие дела, то хорошо будешь ехать. Если... Вот это дальше описывается. «Ванабиюкум каймун аля сират», а пророк, алейхиссалату вассалям, ваш посланник, пророк ваш, будет стоять у дороги, у моста и делать дуа. Саллим, саллим. О Аллах, защити, помоги, перейти этот мост. Хатта та'джизу а'малу ибад, так что некоторых дела не будут хватать, бензина не хватает. Хатта яджиу раджуль
ля ястати'у сайра илля захфан. Будут люди, которые будут ползать, как маленькие дети, на животах, как какие-то какие-то ползающие животные будут вот так еле-еле идти, волочиться. Вафи хафатай ас-сират калялиб. И по краям с этого моста будут палицы, такие оружия большие. Муаллака, ма'мура, биахри ман умират биhi. И они будут хватать, железные такие крюки, хватать того, кто этого заслуживает, кому дан приказ об этом. Фамахдушун наджид ва мукардасин финнар. И некоторым будет попадать от этих инструментов, и они будут падать в огонь, наузубилля, а некоторые будут раненые спасаться и идти. Представляете себе такую ситуацию? «Валлади нафси Аби Хурайра бияди, инна кара джаханнам ля саб'уна харифан». И уже передача хадиса Абу Хурайра, тоже ссылаясь на хадисы какие-то, он сам этого не мог знать, потому что это аль-гайб, это скрытое все. Говорит, клянусь душой Абу Хурайры, клянусь Аллахом, во власти которого находится душа Абу Хурайры, дно ада, говорит, спускается на 70 лет. Вот 70 лет туда надо спускаться еще вниз. Очень глубокий ад. Наузубилля. Вот, поэтому надо понимать, знать, что это истина, и что это всех нас ждет, и постараться, пока мы живы-здоровы, альхамдулиллях, вот, что делать? Оберегать аманат. Аманат. Потому что аманат, который мы здесь бережем, будет нам там помогать. И оберегать родственные связи. Родственные связи, которые мы здесь совершаем, будут тоже нам там помогать. И остальные другие тоже дела. Вот, утренний намаз, пришли вы, альхамдулилля, вроде бы холодно, 15, минус 15, минус 17. Вот, идешь, снег черт-черт под ногами скрипит. Это все, иншаллах, будет свидетельствовать за нас с вами. За нас с вами. Судный день будет свидетельствовать. Кто-то в это время спит, кто-то время другим занимается. Альхамдулилля, что Аллах дал нам сил, здоровья, благополучия и убежденности прийти в дом Аллаха Субхану Тааля. И самое главное, надо беречь аманаты и поддерживать родственные связи, как мы поняли из этого хадиса. И, конечно же, любить пророка, салям, который будет заступаться за нас. И уважать, почитать прежних пророков, Ибрахим, Муса, Иса, наш отец Адам, алейхиссалям. Перед всеми ими мы должны в долгу, они очень много сделали, чтобы до нас все это донести. И, иншаллах, дай Аллах нам заслужить их заступничество в судный день. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассалям на расулилля. Аллахума инна на'удзу бика миналь хияна, файна би'саталь битана. О Аллах, защити нас от вероломства, от обмана, от лжи, от несдерживания обещаний. Это наихудший товарищ, наихудший друг. Ва на'удзу бика миналь джу'а, файнаху би'сат даджи'. И сохрани нас от голода. Это наихудшее, с чем человек ложится спать. Аллахума я мукаллибаль кулуб, саббит кулубана аля диник, раббана атина фид дунья хасанатан, ва фил ахирати хасанатан, ва кина азабан нар. Ва саллаллаху аля сайидина Мухаммад.